Друзья, всем привет! Меня зовут Лев Рогожников, я продюсер сериала «Супер Удмуртия». Сегодня мы приехали в Центр ремесел Удмуртской Республики для того, чтобы познакомить вас с уникальным мастером, с человеком, который делает музыкальные инструменты. Сам он себя называет художник и музыкант с очень интересным именем Чудия Жени. Пойдемте с ним познакомимся. Жени, привет! Привет! Вот прежде всего, сразу же у меня вопрос возник к тебе про твое имя. То есть это очень интересно. Расскажи, откуда оно родом, откуда ты сам, то есть как ты вообще пришел к этому? Я родился в деревне в Волнарском районе, и когда-то она называлась Уса Шудья, и в этом слове есть второе слово Шудья, оно вашудное. И у удмуртов были вашуды раньше. Так. Это такие более древние родоплеменные названия сообществ. То есть это как отдельная народность тоже в Удмуртской Республике, одна из, да? Ну, получается? да, как вот, род просто, да, отдельный род, который произошел с этого района. Так. И от этого названия, получается, я отталкивался, и полностью вот такое имя мне дал уже художник Юрий Лобанов, который вот автор герба и флага Удмуртии. Чудия Жени, да, так? Все да. правильно. А как ты пришел к тому, чем ты стал заниматься? То есть как ты вообще попал сюда, непосредственно в центр, в этот, и как ты понял, что интересно делать музыкальный инструмент? Как ты к этому пришел? Все началось с того, что мне интересно было играть на инструментах, то есть меня привлекала музыка сама по себе. И я занимался поначалу удмуртской музыкой, то есть играл на гармошке, там, немножко на гитаре, и в университете в удмуртском я столкнулся вот с кубызом первый раз. Тогда же, вот когда был еще студентом, я начал его осваивать, потихоньку начал играть на нем. Была такая возможность. И плюс я учился на изобразительном искусстве, на отделении ДПИ, и я спросил, можно ли сделать на дипломную работу в университете кубыз. Ну, в общем, мне разрешили, я вот впервые в жизни сделал инструментный диплом, особо не учился нигде. Только спрашивал у некоторых мастеров, которые уже сделали его, как тут сделать, как там. Так, это инструмент кубыз, это народная скрипка такая удмуртская. У нее 3 струны, и он выдолблен из цельного дерева, вот это цельное все дерево идет. Какой породы обычно используется? Конкретно вот это липа. Можно сделать из ольхи, можно из клена сделать. Сверху ель приклеивается, дека. И детали тут из дуба. Вот эти детальки из дуба. Так. И в целом. И тут играется в основном на 2 струнах одновременно. То есть не по одной струне, как в скрипке, а 2 струны играют. То есть он создает какую-то вот мини-оркестр вот этим своим звучанием. Давай послушаем. А еще помимо кубызы, какие инструменты ты делаешь, что ты умеешь вообще, как это все происходит? Расскажи нам. Ну вот после кубыза, после дипломной работы, получается, меня вот здесь на эту работу пригласили из-за этого как-то получается. Тут открыли новое направление по музыкальным инструментам и хотели пригласить меня сюда работать. Но хотя я больше никаких инструментов не делал. То есть только кубыз. Я вот вижу, у тебя еще есть такой инструмент, как окарина.
Ну да, вот. Тоже можешь познакомить, рассказать, откуда она взялась, то есть что это такое, из чего она, из чего она делается. Ну, у удмуртов есть традиционная такая окарина из глины, она делается. А деревянная, она такая, как бы сказать, мировая, ну и вообще глиняная. И сам по себе инструмент окарина — это очень древний инструмент, один из первых, он простой. Это можно сказать, что это свисток, вот тут он, устройство свистка, и плюс у него есть внутри объем. Сыграешь нам что-нибудь сразу, чтобы мы могли вообще понять, что это за инструмент, как он звучит? Я уже, конечно, слышал, когда мы приходили сюда в какие-то другие дни, и могу сказать, что это очень интересно, очень необычно. Послушайте. Очень необычный звук, похож на индейский. Давай попробуем. Каждая окарина звучит, скорее всего, по-разному, как и любой инструмент. Звучит волшебно, это просто магия какая-то. Это такой, как будто японский, да? Он такой японский, он и индейский, то есть вообще очень интересные звуки. А еще вот расскажи, это вот что такое у тебя лежит на столе? Вот я его сейчас только делаю, не законченный. То есть в процессе работы. Вот тут у него такая дека будет сверху. Так. Это маленький крещ. Ну вот есть большой традиционный, вот есть он тут. Здесь на картиночках можно посмотреть. Традиционный. Как правильно? Крещ? Крещ. Крещ. То есть там же просто буква «З», поэтому я спрашиваю. Ну да, читается мягко, читается как крещ. Ну и в целом слово крещ у удмуртов обозначалось вот музыка. Музыка, крещ, как бы это одно и то же. То есть получается, ты сейчас сколько вообще направлений музыкальных инструментов делаешь? Мы посмотрели, что есть окарина, мы посмотрели, вот сейчас ты делаешь крещ. Здесь у нас лежит, напомни, как называется? Кубыс. Кубыс. А рядышком лежит тоже кубыс, да? Да. Все правильно, ну чуть другой формы. А здесь? Это я придумал. Это твой уже персональная разработка. Вот здесь можно посмотреть, смотрите, ребят, Женя делает какую-то свою интересную вещь. Расскажи о ней тогда, что здесь должно быть, вот, почему она отличается. Я вижу, что здесь кожа у тебя на этом инструменте. Кожа, да. И, то есть она отсылает вот в Среднюю Азию, более тюркским инструментом. То есть по мере изучения инструментов музыкальных, знаешь, интересуешься уже всякими инструментами. Что это, что там, что тут, то есть как это делается, как это. Ну, такой классно даже звонкий звук у него, да? Другой, да. Ну, тут удобнее медиаторами играть. Он для того, чтобы просто побренчать там пару нот, и все особо там сложного тут не сыграешь на этом инструменте. Очень классно. И, наверное, будем подводить к концу наше знакомство. Это был «Чудья жени». Меня зовут Лев Рогожников, и это был супер влог о суперлюдях. Всем пока. Пока.